Столичная школа номер 1 в эти дни готовится к набору в первые классы. Школа находится в самом центре Якутска, на проспекте Ленина. К ней прикреплены 35 близлежащих домов. А это значит, что в одну из лучших школ столицы захотят попасть многие родители с детьми. По словам директора школы, а именно Таисии Гороховой, единственный выход из ситуации – это отказывать многим по причине элементарного отсутствия мест. Кроме того, школа находится сейчас в аварийном состоянии, хотя по документам таковой не является. Почему до сих пор не предприняли никаких мер по этому поводу, разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Это второй визит нашей съемочной бригады в эту школу. С тех пор ничего не изменилось. Директор школы каждый день оббивает пороги различных инстанций, чтобы обратить внимание властей на все существующие проблемы. Самое-то главное – это все-таки нахождение финансовых средств и проведение укрепработ. Потому что весной, когда пойдет оттайка, это здание, так как это первый каменный объект в нашем городе Якутске, понятное дело, здание находится в низине. Вот. Специалисты об этом постоянно говорят на всех уровнях заседаний. И поэтому каждый год и весной мы, конечно, переживаем по поводу того, где, в каком месте будут происходить трещины. В мае прошлого года окружная администрация столицы все-таки решила включить школу в региональную госпрограмму для проведения укрепительных работ. Но по непонятным причинам им снова пришел отказ. Почему-то отфутболивают нас от одних к другим. Почему родители должны с этим разбираться, непонятно также. Вот. Нами были получены различные ответы, но в итоге получается, что пока на данный момент ничего не изменилось. 2 года назад в этой школе прошел хоть какой-то капитальный ремонт, и тогда специалисты установили на окнах вот такие вот деревянные балки, которые помогают этому зданию избежать хоть каких-то новых очевидных трещин. Изнутри здания от обрушения придерживают металлические балки. Они тянутся по всей школе. Установили их в далеком 1941 году, то есть в том же году, когда было построено здание. Зданию на сегодняшний момент 78 лет. Укрепработы не проведены. И, конечно же, здание, оно имеет срок годности. И необходимость просто, я считаю, что это требует просто небезопасного размещения людей в этом здании. Сегодня в школе, рассчитанной на 200 человек, учатся в 3 раза больше учеников. Обучение проходит практически в 3 смены. Из-за нехватки мест школьники сами придумывают в классах уголки для занятий. Мы сделали зону отдыха, в которой мы можем поиграть в шахматы и в шашки на переменах. Дискомфорт испытывают и учителя, которые из-за отсутствия мест проводят консультации прямо в коридоре. Кабинетов нет, чтобы проводить консультации, внеклассные мероприятия, допустим, да. И даже вот если мы хотим провести праздники, мы ждем спортзал, когда освободится, да. У нас бывают очень грандиозные такие большие праздники. Руководство школы сегодня планирует выкупить соседнее здание, чтобы расширить территории школы для строительства пристроя. Этот вопрос также пока находится в подвешенном состоянии. Полный пакет документов готов. В принципе, управление образования в этой части отработало. Сейчас работа проводится именно с Министерством образования Республики Саха-Якутия. Вот, и на каком уровне, на каком этапе этот вопрос, я не в курсе. Проблема становится актуальнее в свете послания президента страны Владимира Путина, который отметил, что в национальный проект образования в каждом регионе должны быть внесены изменения для поиска гибких решений не только по строительству новых школ, но и для использования всей образовательной инфраструктуры. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.